40% мусора в Башкортостане сегодня собирается раздельно. К 2024 году этот показатель планируют довести до 100%. Как это будут делать, обсудим прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами первый заместитель министра природопользования и экологии Башкортостана Ильдар Гарифуллин. Ильдар Вилевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли к нам на такую серьезную тему. 40% мусора раздельно. Как это все происходит? Это происходит путем раздельного сбора. Сегодня охвачено в основном это город Уфа, где-то 66%. За счет этого у нас появляется 40%, так как основное население живет в Уфе. А так 40% пока города охвачены. То есть ставятся контейнера цветные для раздельного сбора мусора. Кстати, когда к вам едешь, тоже они стоят, да, для бумаги, для стекла, да, для пластика. Кроме этого, у нас есть, мы набираем этот процесс за счет того, что мы ставим ПЭТ-сетки именно для отработанного полиэтилена бутылки. Это тоже относится к раздельному сбору. Это пока то, что мы имеем, да, на сегодняшний день. Где-то у нас 6010 контейнеров, это различные расцветки. Из них 2990 это ПЭТ-сетки, которые тоже мы относим к раздельному сбору. Теперь планы большие, так как к ним идти. Мы вообще, сама стратегия, что мы собираемся сделать. Города и райцентры, это как раз о том, что говорили, это цветные контейнера. А считаем, что в населенных пунктах сельские места это просто это не нужно это делать, потому что это лишние затраты, лишние контейнера цветные, потому что, понятно, там такого раздела, как в городах и райцентрах, не будет. Поэтому мы ставим там дуальная система, что двойная, то есть два контейнера, один сухой мусор, другой мокрый или пищевой мусор. Там будет и по возможности ПЭТ-сетка, для того, чтобы полиэтиленовые бутылки тоже собирали мы. Кроме этого, у нас есть, сейчас мы вошли в федеральную программу, кстати, в этом году мы на возмещение специально сделали, потому что время короткое было, и сумма небольшая, в принципе, федеральная, и поэтому общая по России мы где-то 13 миллионов взяли, где-то это 1000 будет контейнеров, они уже на месте в городах, а на следующий год уже мы заявились на 236 миллионов рублей. Потом это 23 год определенная сумма и 24-й, то есть мы укомплектуемся цветными контейнерами. Ильдар Вильевич, давайте напомним, почему это важно, раздельный сбор мусора и его переработка. Конечно, это очень важно, потому что, во-первых, надо перерабатывать. С этого начнем, да. А мусора у нас очень много. Если взять запасы наши на свалках, это 30 миллионов тонн мусора лежит сегодня. И кроме этого, каждый год мы где-то, собирается под 1 100 000 примерно, да, каждый год еще собираем мусор. Это все надо куда-то девать. Так ведь постоянно накапливать и накапливать мы не можем. К сожалению, количество свалок или мест под полигонами все равно расширяется. Нам надо уменьшать места сбора, нам надо освобождаться, и самое главное, нам надо использовать. То есть мы сегодня должны относиться к мусору как к ценному сырью. Есть такая вторичная экономика или цикличная экономика, да, когда мы то, что полиэтилен, там, бумага, да, и стекло, то есть заново должны в производство. Но это же экономия. То есть мы заново пускаем все вроде бы отработанные вещи, да, заново в эту экономику. Поэтому и что мы добиваемся? Во-первых, все ведь это полиэтилен, он там, говорят, что он сгнивает за 450 лет. Никто, наверное, это не может сравнить, да, все равно это очень долгий срок. Понятно, сколько это там пищевые, 5 лет, свои, да. Но поэтому мы должны все разделить. И ведь органика, мы берем сегодня органика, да, а ведь мы пока ее выбрасываем, пищевые отходы. А это ведь тоже ценно, из нее можно, мы сейчас в Туймазах запускаем пилотный проект биокомпоненты, да, где мы будем из этого всего делать, для цветочных магазинов. Мы пока покупаем все, видели, наверное, да, в цветочный магазин, там продается, да, почва для того, чтобы там растения садить. А у нас в республике пока этого нет. Если мы там запустим, да, на 2 гектарах, у нас будет уже свое, да, то есть сможем мы из своей почвы там этих садоводческих их
обеспечивать этим. Да, обеспечивать этим. То есть много чего можно сегодня говорить, да, о том, что вот все мы были с вами же на этом, да, как из крышечек, да. Переработанный пластик да. и песок, и делают скамейки из мусора, грубо говоря. А еще какие есть успешные проекты? Ну, как бы сегодня у нас большой проект, вот это мы были с вами как бы, ну, такой маленьком предприятии, да, так скажем, а у нас есть планы, где у нас вот Биофлекс, например, это Благовещенское будет предприятие по переработке полиэтилена. Сейчас они проектные работы закончили, вот в течение года будет строиться, и на следующий год, все нормально, если хорошо будет, да, мы это предприятие запустим. Какова его мощность? 12 тысяч тонн пластика, да, вот этого. Вот. А сколько у нас вот сегодня есть такая отчетность Росприроднадзора, где-то 3088 тонн. Но это так, наверное, в 2 раза возьмем, даже если больше, да, 6 тысяч, 7 тысяч, 12 тысяч. То есть всю республику мы можем охватить, то есть все потоки мы должны перевести на это предприятие и вот этот полиэтилен не вывозить куда-то за пределы, да, а у себя все перерабатывать на этом предприятии. Кроме этого, рядом при Полиэфе Сибур организует, кстати, на следующей неделе мы вот хотим выехать туда, да, посмотреть, там будет предприятие уже по производству из полиэтилена товара. А Биофлекс, чем? Биофлекс сдает туда уже гранулы, и 25% мы уже используем тот полиэтилен в новом товаре. То есть экономия. И избавляемся от полиэтилена еще. Ильдар Вильевич, планы государства понятны, а в чем выигрыш для жителей? Ну, для жителей выигрыш, наверное, все-таки, когда мы перейдем, мы думаем, экономически мы это обдумывали, стоимость за вывоз будет уменьшаться. Вот, это первое. Ну и, наверное, для жителей тоже, ну вот сейчас вот Уфа вот рассказывал свои примеры, они там с детского сада начинают воспитание экологическое, именно вот куда девать мусор, как собирать, да, вот, потому что, ну, это вот у всех должен быть душевный порыв, мы живем же на планете общей, да, и мы, наверное, в принципе, кроме всего материального, то, что там это будет, это же еще то, что мы очистим, да, это все, и масса уменьшится всего мусора. Это тоже хорошо. То есть мы сколько сбережем полей, лесов, да, и всего-всего от того, чтобы не везде не было загажено мусором. Вот, наверное, самое главное все-таки вот эффект такой. Ну и мы сами вот в министерстве, у нас Ренат Разифовна, вот мы все, у нас крышечки собираем. Сейчас я начал крышечки собирать уже. Это увлекает это все. И вот собираем батарейки. Вот. Дома, я вот уже на той периоде говорил, что вот во дворе у себя мне стало что-то это, почему у нас не такой сбор. Сейчас мы как раз с управляющей компанией работаем, чтобы все-таки с себя начинать. Ну, я вот поэтому начинаю с себя, и у нас будет во дворе, вот, думаю, жильцы меня поддержат. Хороший пример для всей республики. Да. Помогает ли как-то Башкортостан бизнесу в части продвижения переработки и раздельного сбора мусора? Ну, конечно же. Ну, во-первых, мы вот этот... Конкретно вот это все идет, конечно, через комитет по предпринимательству, потому что общие там есть предприниматели. Мы пока помогаем в продвижении проектов, да, в оценке их, да, значит, потом мы ищем, куда все это сдать. Мы помогаем на этапе, значит, вот, например, лицензия нужна, да, там, с органами, с Москвой. То есть вот это все мы сейчас упаковываем и большую помощь оказываем, потому что у нас инвесторами является не только мелкий бизнес, и рекооператоры, они же тоже инвесторы, они тоже вот очень хороший пример, экология Т, Экосити, да, который вот именно занимается, вот, например, Экосити на следующий год в Баймаке будет строить большой полигон с переработкой мусора 100 тысяч тонн в год. Да, например, в Туймазах вот как раз мы помогаем на этом этапе, к сожалению, лицензию не может получить, там бюрократические проволочки, да, у него тоже 100 тысячник стоит, готовый уже к пуску. Вот. Им помогаем. То есть в Дуване сейчас запускаем, полигон уже готов, передаем району, он передает там Ошки, да, тоже вот, и тоже для него подарок. Тот полигон заполнился, а этот для 5 районов Северо-Востока мы запускаем переработку, не переработку, а сортировку и вот утилизацию.
Ильдар Вильевич, в завершении программы, вот мы знаем, что мусорная реформа несколько лет уже идет по всей стране, С да? 19 года, с 1 января, так скажем, отчитываем. И в Башкортостане какие результаты все-таки основные по этой теме? Ну, сейчас, наверное, обобщить тяжело, да, но с чего мы начинали просто, да? С нуля. Да, мы начинали практически, ну, не беру города, да, в городах еще более-менее там сбор был, да, такой общий. Ну, населенные пункты не знали, что такое сбор, да. Все, получается, на свалке, количество свалок увеличилось, их у нас было на 1 января 2019 года 3005. Ну, их сократили Да, на 1000. сегодня половину есть, да, половина. Но у нас до нуля, это 24 год, тоже 24 год. И раздельный сбор, и свалки. Но это хороший результат? Это, конечно же, хороший результат. Конечно же, хороший результат. То есть мы убираем свалки, так, и там начинает расти трава. Почему? Очень хорошо это, так ведь, да? Поэтому за 2, ну, почти вот сейчас 3 года, да, ну, это же Европа уже столетиями этим, ну не то что столетиями, там десятилетиями занимался. Мы за такое короткое время, такой рывок, то есть мы людей научили идти к контейнеру и класть туда мусор, а не кидать где попало, да? Культура повышается, в этом плане нам тоже надо с народом работать, с людьми, потому что объяснять им надо, что вот это все-таки наше, это все. Если мы это поймем, это, ну, мы очистим. Ну, республику нашу, районы очистим. Поэтому, еще раз говорю, мы о каком раздельном сборе еще в 19 мы думали, как бы хотя бы контейнеры, да, и туда там мусор. А сегодня мы уже говорим о раздельном сборе. Мы сегодня говорим о новых мусоросортирующих комплексах. У нас 14, кстати, будет 24. Так ведь, да, с переработкой до 1 200 000. Мы сейчас говорим о новых перерабатывающих предприятиях. Вот Биофлэк и Сибур рассказал. То есть у нас большие планы, вот, и я думаю, они осуществятся, потому что желание есть, команда министерская вот очень хорошая, да, у нас очень, ну, скажу, не для красавца, да, я много работал и сам был первым руководителем. У нас министр такой боевой, да, Урал Скандаров. Поэтому команда хорошая, я думаю, мы справимся. Правительство, да, помощь руководства во всем оказывается, да, на самом высшем уровне. Поэтому я думаю, и люди, если еще нас поддержат в этом месте, мы одной общей командой, да, вот не только руководство отделяет, а вместе вот все. Это потому что общая задача, не только наше министерство. И мы пойдем вперед и выполним те задачи, которые перед нами стоят. Алга, Башкортостан. Алга, Башкортостан. Спасибо большое, Ильдар Вильевич. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был первый заместитель министра природопользования и экологии Башкортостана Ильдар Гарифуллин. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.